В одной из аптек Ленинского района у прилавка очередь. Кризис кризисом, а лечиться как-то надо. Только теперь потребность в лекарствах явно превышает финансовые возможности большинства горожан. Хава Магомадова пришла с большим списком лекарств. Общая сумма покупки 7 тысяч. Половина зарплаты с огорчением, констатирует женщина. У меня вся зарплата уходит. Комментарии фармацевтов от аптеки к аптеке разнятся. Кто-то сообщает своим клиентам все подробности ценовой политики, а кто-то старается продать подороже и не понимает возмущения покупателей. Все действительно подорожало, в среднем на 20%, говорит фармацевт в другой аптеке. Например, анальгин вырос с 8,5 до 12 рублей. Рост составил 41%. Валидол с 34 до 47 рублей. Рост 36%. Причина – практически все отечественные препараты делают из импортного сырья, цена на которое зависит от курса валюты. Все зависит от поставщиков. Вот мы берем в Москве, в Ставрополе разные фирмы по-своему работают. Вот мы с одной фирмой работали, у них такая тенденция, они взяли, сильно подорожали, и они сейчас сидят без клиентов, никто у них не может. Но они поставили дорогие цены и сидят со своим товаром. Мы отказываемся от таких поставщиков уже. Однако даже несмотря на то, что цены на лекарства поднялись, люди не спешат переходить на более доступные отечественные аналоги. Бетасер 8 миллиграмм, импортный препарат. Стоит он 420 рублей. Вот у нас здесь еще не все, еще несколько, 5-6 наименований. Этот же препарат под другими названиями российские. Дозы то же самое, 8 миллиграмм. Он стоит 51 рубль. 8 раз он стоит дешевле. Мы не откажемся от тех иностранных лекарств, которые не имеют российских аналогов, говорят врачи. Но в стране будет делаться ставка на производство качественных отечественных лекарств. Можно абсолютно спокойно заменять на наши российские препараты. Их очень много, есть аналоги. Сейчас тем более развитие именно нашей фармакологической структуры. Сейчас, в принципе, берут большие темпы и по сравнению с импортными препаратами 2-3 раза дешевле, а эффект тот же. В аптеках Чечни действует многоступенчатая система наценок. Сначала небольшую наценку делает компания-производитель. По себестоимости лекарства никто не продает. Далее в игру вступают дистрибьюторы. Сначала они делают наценку за перевозку препарата из Москвы в регион. Затем уже местный региональный дистрибьютор добавляет цену на то, что хранит лекарство у себя на складе. И последний этап – аптека. Сейчас утвержден новый перечень лекарственных препаратов, входящийся, так называемый перечень жизненно важных необходимых лекарственных препаратов, который будет применяться с 1 марта 2015 года. В соответствии с этим перечнем должны, как говорится, придерживаться постановления комитета, где оговорены наценки на лекарственные препараты. На лекарства, не входящие в перечень жизненно важных, цены не регулируются. Но в связи с кризисом ведомство начало мониторить стоимость тех препаратов, которые пользуются наибольшим спросом. Это, например, анальгин, бромгексин, валидол, колдрекс, ингалипт и другие. Препараты стали дороже, но дефицита на них в Чечне нет. Региональные власти отслеживают ситуацию и предупреждают аптечные сети о недопустимости необоснованного завышения цен на лекарственные препараты. Проверками охвачено более 200 аптечных учреждений. При этом в 107 из них выявлено 404 нарушения закона в сфере обращения лекарственных средств. По выявленным нарушениям закона прокурорами возбуждено 129 дел об административном правонарушении. В 50 аптечных учреждениях установлены факты необоснованного завышения розничных цен на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Каким лекарствам отдать предпочтение, импортным или отечественным, больной должен решить сам. Отныне врачи в рецептах будут указывать только международное название препарата. К примеру, аспирин, тромбоаз, кардиомагнил. Препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, так и будут называться ацетилсалициловой кислотой. Луиза Батыжева, Халид Мусаев, Джемлейл Хаджалиев. Новости.